Здравствуйте, в эфире новости, в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Борьба с аптечной наркоманией. Депутаты парламента направят обращение в Госдуму с просьбой ускорить рассмотрение нового законопроекта. Халатное отношение родителей или ошибка врачей. В 2016 году в органах внутренних дел зарегистрировано 4273 сообщения о получении различных травм несовершеннолетними. Профилактику детской смертности обсудили сотрудники прокуратуры и Министерства здравоохранения. Отряд юных инспекторов движения. Переходи улицу, сначала посмотри налево, потом направо. Играть на проезжей части нельзя. Акция против нарушений ПДД прошла в 47-й школе. Раненый камень в Грозном. Я очень хотел, чтобы именно чеченцы, ингуши, все люди, которые пострадали от этого геноцида, посмотрели это. Театр имени Горького из Нальчика дал спектакль, посвященный депортации балкарского народа. Депутаты парламента направят обращение в Госдуму с просьбой ускорить рассмотрение проекта одного из федеральных законов. Он предусматривает усиление административной ответственности за нарушение правил торговли лекарствами, обладающими наркотическим эффектом. В частности, предлагается увеличение суммы штрафов. Свое решение депутаты объясняют опасностью так называемой аптечной наркомании, когда медикаменты становятся альтернативой традиционным наркотикам. Соответствующий проект депутаты поддержали единогласно. Кроме того, здесь был рассмотрен еще ряд законопроектов, касающихся сельского хозяйства. Также в окончательном чтении были приняты положения о помощнике депутата и комитете парламента по образованию, науке и спорту. Позже Роман Идилов рассказал об итогах рабочей поездки парламентской делегации в Астраханскую область. По словам вице-спикера, состоялся ряд плодотворных встреч как с руководством области, представительством Чечни, так и студенческой молодежью. Подытоживая заседание, Магомед Даудов напомнил депутатам, что решение проблем общества – приоритетная задача парламента. Сборы в городе Миас Челябинской области вступили в завершающую стадию. Ребята из рода Кадыровых в эти дни проходят специальную горнолыжную подготовку. Она включает в себя отработку следующих навыков: высокие скорости, повороты радиусом 17-20 метров, экстремальные спуски и торможения. Ранее все успешно освоили повороты на кантах, движение на средней скорости на крутых и пологих склонах. Сегодня активными темпами идет подготовка ребят к первому Кубку Чеченской Республики по горным лыжам памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По итогам соревнования будут выданы сертификаты о прохождении спецкурса по горным лыжам. Также эти соревнования являются зачетным основным экзаменом по прохождению данной дисциплины. В рамках сборов ребята изучают теоретический курс по личной охране. Кубок Чеченской Республики по горным лыжам состоится завтра. А основной экзамен, как я уже говорил, будет заключаться в проведении официальных соревнований Кубка Чеченской Республики в памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И на этих соревнованиях вы будете сдавать один из основных экзаменов. Мы будем вас искать по времени, будут официальные протоколы. Сейчас готовится вся официальная атрибутика к этим соревнованиям. Поэтому готовимся очень активно. Не нарушаем меры безопасности, не нарушаем правила и делаем полностью со стопроцентной отдачей. Еще раз вас хочу нацелить, что эти дни крайние, самые тяжелые, усталость немножко накопилась в организме. Но нужно доработать, чтобы показать максимальный результат. Теоретическая подготовка по личной охране, специальная подготовка, очень важна. Она не менее важна, а может быть даже более важна, чем горнолыжная подготовка. Халатное отношение родителей или ошибка врачей. Причины детской смертности и ее профилактику обсудили в прокуратуре республики. На заседании присутствовали и работники Министерства здравоохранения. Согласно официальным данным, только с начала этого года зарегистрировано около 300 случаев смерти несовершеннолетних. Кто виноват в печальной статистике и на ком лежит ответственность, разбиралась моя коллега Луиза Андеева.
Детская смертность или травматизм обуславливается, по словам экспертов, несколькими факторами. Но, несомненно, преобладающим является недосмотр родителей или, говоря языком закона, неисполнение ими своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В таких случаях высок риск того, что ребенок может нанести себе вред. Полно случаев, когда можно было бы избежать смерти или травмы. Детский травматизм, смертность, в том числе рожениц и родильниц, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры. Проведенный анализ показал, что усилиями главы правительства в республике созданы необходимые условия для минимизации предотвратимых летальных исходов. Имеются очевидные позитивные изменения, выражающиеся в устойчивой тенденции на снижение детской смертности. При этом в целом она остается высокой, и это во многом обусловлено субъективными факторами. В частности, не во всех медицинских учреждениях разработан порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Отсутствует должное взаимодействие с правоохранительными органами. Далеко не во всех случаях выясняется причина смерти. Этими и другими недостатками продиктована необходимость проведения совместного заседания коллегии прокуратуры и Минздрава. На совместном совещании прокуратуры и Минздрава обсуждали актуальный вопрос профилактики детской смертности. Шарпуди Абдулкадыров назвал создавшуюся картину удручающей, поскольку анализ прокурорской проверки выявил 76 фактов, когда реально можно было предотвратить гибель детей. Это из 280 случаев смерти несовершеннолетних. Столько погибло только за текущий год. Причины самые разные. Но вот что касается роженец, тут прокурор обоснованно недоумевает. В регионе созданы прекрасные условия, построены современные больницы, используется новейшая техника. Так в чем же дело? На этот вопрос и призвано ответить Министерство здравоохранения. В 2016 году в органах внутренних дел зарегистрировано 4273 сообщения о получении различных травм несовершеннолетними, по результатам рассмотрения которых в 2616 случаях возбуждения уголовных дел отказано, 85 сообщений списано в номенклатурное дело, возбуждено 26 уголовных дел. Учитывая высокую латентность преступления анализируемой категории, особую значимость сегодня приобретает надлежащее взаимодействие медицинских организаций с правоохранительными органами, выработка эффективных методов для снижения ее уровня. Халатное отношение родителей к воспитанию ребенка плюс отсутствие должного внимания врачей, в общем-то, и создают ту самую формулу безответственности взрослых, при которой республика получает такое количество фактов смерти детей. Отныне каждый случай будет тщательно рассмотрен прокуратурой. Если больница своевременно не сообщила в правоохранительные органы о ребенке, поступившем с травмой, отвечать тоже будут врачи. Предотвращение смертельных исходов теперь априори главная задача ответственных лиц. Очень интересное и рациональное предложение внес прокурор республики. Речь идет о труднодоступных и горных районах региона. Абдулкадыров считает, что должны быть созданы летучие бригады врачей, состоящие из квалифицированных специалистов, которые будут выезжать в горные районы сами, так как нуждающийся в срочной медицинской помощи ребенок может быть нетранспортабелен, а значит вырастает риск смертельного исхода. Минздрав обязательно должен подумать над таким предложением. Луиза Андеева, Магомед Мударов. Новости. Предотвращению детской смертности на дорогах была посвящена акция в 47-й школе. Она прошла под лозунгом «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». Ребята организовали масштабную программу. Оценили знания школьников и сотрудники ГИБДД. Подробности у Изнаура Заурбекова. Дети сегодня показывают гостям свои знания правил дорожного движения. Ребята в стилотворной форме и постановками рассказывают о предупреждающих знаках, которые важно знать пешеходам. Переходи улицу, сначала посмотри налево, потом направо. Играть на проезжей части нельзя. Обходи автобус или машины сзади. Хорошо, хорошо. Подобного рода мероприятия в 47-й школе Грозного проходят регулярно. Однако эта неделя у них полностью была посвящена изучению ПДД. Подводя итоги, учащиеся младших классов подготовили концертную программу. В начале учебного года у нас бывает месячник каждый раз, потому что начало учебного года мы обязательно должны научить детей по безопасной дороге приходить в школу и уходить домой. И в течение всего года, конечно, проводится большая работа. Сегодня мы подводили итог декады, которую мы проводили, приурочивали ее ко дню борьбы с ДТП. Была большая акция, серия классных часов.
И вот это сегодняшние мероприятия, они были вот итогом всей работы, которую мы проделали в течение 2 недель. Ребята показывают спектакли со знакомыми всем героями и сценарием под тематику этого мероприятия. Организаторы говорят, что приятно удивлены познаниями детей. Очень приятно, когда вот так дети таким образом так серьезно относятся к правилам дорожного движения, поскольку защита детей – это задача общества. И хочу выразить огромную благодарность и родителям учащихся, и организаторам мероприятия, и чтобы они дальше продолжили подобного рода мероприятия. В школе есть и отряд юных инспекторов движения. Дети учат основные правила и законы, а потом делятся знаниями со своими сверстниками. Очень благодарна родителям, учителям, что они учат детей правилам безопасности дорожного движения, потому что дети должны это знать. Они должны для своей безопасности знать, еще они нас учат, родителей, как надо переходить дорогу. После этого школьники вместе с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД по городу Грозный раздали водителям памятки с призывом не нарушать правила, пропускать пешеходов, чтобы в один миг не омрачить жизнь себе и другим. Постоянно оценка, Проводя акцию, сотрудники все же продолжали следить за ситуацией на дорогах. Здесь же выявили факт нарушения. Владелец этого автомобиля припарковался на тротуаре возле школы. Хранители правопорядка сняли госномера с машины нарушителя. Их он получит только после обращения в городской отдел ГИБДД УМВД. Изнаур Заурбеков, Шамиль Апиев и Ислам Расуев. Новости. Новые возможности для лечения зрения. Республиканская клиническая больница обзавелась современным офтальмологическим оборудованием. Оно позволяет эффективно проводить диагностику состояния глаза и провести своевременное лечение. Подобного аппарата в республике до сих пор не было. Значит, жителям Чечни больше не придется выезжать за пределы республики для обследования. Магомед Ламаркаев о новых возможностях врачей. Висит Адалиев с рождения страдает миопией. Это болезнь, когда человек может видеть четко только предметы, расположенные в непосредственной близости от глаз. За неполных 5 лет Висите несколько раз делали сложные операции. Для лечения ребенка родители выезжали в разные регионы страны. С этих пор выезжать за пределы Чеченской Республики им не придется. Сегодня в Республиканскую клиническую больницу привезли новое оборудование, которое позволит безболезненно проводить лазерные офтальмологические операции. Ознакомиться с аппаратом прибыл министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. Этот лазер он позволяет лечить больных с сахарным диабетом и больных с миопией разных степеней. Дело в том, что у нас по статистике более 15 тысяч больных с сахарным диабетом. И все эти больные, они обязательно должны получать лазерное лечение, лечение сетчатки лазером. И вот этот аппарат, наконец-то, мы с вашей помощью приобрели, и, в принципе, он уже в действии. Эльхан Сулейманов поинтересовался характеристиками оборудования. Здесь отметили, что оно способно в 40 раз увеличить площадь видимости сетчатки глаза, что облегчит офтальмологу задачу настройки лазера на поврежденные участки. Продолжительность процедуры от 10 минут и больше, в зависимости от типа операции. Это достаточно уникальное оборудование, на нем возможно делать достаточно уникальные вещи. И у нас есть и специалисты для этого, руки для этого. Я думаю, что мы сделали значительно большой шаг в офтальмологии в нашей республике и можем по праву гордиться тем, что спектр наших услуг, наших вмешательств, он значительно расширился благодаря приобретению нового оборудования. Оборудование приобретено на средства, выделенные фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. С этого дня он может принимать пациентов, страдающих нарушением глазных функций не только из Чеченской Республики, но и из соседних регионов. Учитывая, что аналогов таких аппаратов даже в ближайших республиках у нас нет. Есть такой аппарат только в Краснодаре и в Москве. На сегодняшний день всякими рефракционными аномалиями, там близорукость, дальнозоркость, дети страдают до 54%, это во всем мире. Учитывая вот это огромное количество больных, и эти люди действительно нуждаются в лечении
сетчатки с помощью данного аппарата, и мы его наконец-то приобрели. Сами пациенты не нарадуются тому, что больше им не придется выезжать за пределы республики и тратить не только деньги, но и драгоценное время. Запись на прием с этого дня будет проводиться по четвергам. Причем осмотр будет проведен для всех пациентов, вне зависимости от возраста. Магомед Ламаркаев, Шамиль Апиев, Адам Чекуев и Тимур Хайдаров. Новости. В стране отмечается рост числа ВИЧ-инфицированных. Из-за печальной статистики около месяца назад была утверждена государственная стратегия по борьбе с этим заболеванием. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Только в нашей республике зарегистрировано более 2500 больных. О ситуации в Чечне и о том, как борются с проблемой современности, расскажет Седа Сапарова. Жуткие цифры. Ежегодно в России от СПИДа умирают 25 тысяч человек. Это 70 человек в день или 3 человека каждый час. Согласно статистике, самая тревожная ситуация в Свердловской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областях. Так, например, в Екатеринбурге инфицирован каждый 50-й житель. Чеченская республика не входит в число регионов с критическим уровнем распространения ВИЧ, однако число заболевших продолжает неуклонно расти. Так, в настоящий момент в республике зарегистрировано 2590 ВИЧ-инфицированных. Только за 10 месяцев текущего года было выявлено 117 новых случаев. И если раньше ВИЧ-инфекция распространялась среди так называемых неблагополучных граждан, то сегодня ее все чаще обнаруживают у вполне социально успешных людей. Каждый день у нас бывает по 800, по 1000 анализов. Это проб. Привозят в больницы, разные ЛПО, вот городские. И, к великому сожалению, у нас в день бывает и положительно. Не проходит и дня, чтобы положительных не было. В лаборатории диагностики ВИЧ заболевания выявляют с максимальной точностью. В случае положительного результата, а он может быть и при вирусных инфекциях или даже онкологии, назначается повторный анализ. Кровь проходит 3 стадии проверки, что в итоге и позволяет поставить точный диагноз. Несмотря на то, что на поиск вакцины от СПИДа тратятся миллиарды, лекарства до сих пор не найдено. Однако, по словам врачей, ранняя диагностика позволяет принимать терапевтические меры, которые продлевают пациенту жизнь, порой даже на десятилетия. Назначается общероссийская антиретровирусная терапия. В плане терапии, то есть поставки лекарственных препаратов, тоже задержек нету. С 2013 года тенденция идет к снижению, потому что среднегодичная динамика заболеваемости в 2013 году у нас составляет 213 случаев, а в 2016 году за 9 месяцев составляет 180 случаев. О том, что молодых людей, вступающих в брак, нужно обязать проверяться на наличие ВИЧ-инфекции, Рамзан Кадыров заявил еще в 2011 году. Благодаря этой инициативе за 5 лет были выявлены случаи инфицирования среди брачующихся. В результате были отменены сотни бракосочетаний. В этом году обследовано 22 тысячи человек из брачующихся. Из них выявили мы 16 человек, то есть это как мужчин, так и женщин. Однако главным институтом, фиксирующим заключение брака, в Чечне остается духовенство. Молодые люди вступают в семейную жизнь только благодаря заключению никяха, договора, закрепленного богословом, не обращаясь в ЗАГС. Поэтому требование справок начинается с них. Цонгшуна тхадюзулхо цонгшуна зуч агочара шустак бяхи орш стегоч агочара шу ябяхи боша док зулам дерис таган справш хаяс ма бинчутяха тах изулам цахил. Однако нередки случаи, когда женщина узнает о своем ВИЧ-статусе, уже будучи беременной. Для многих это становится настоящей трагедией. Однако предотвратить передачу ВИЧ от матери ребенку реально. Риск можно свести до 2%. Для этого женщина должна быть под наблюдением специалистов Центра СПИД и принимать противовирусные препараты. У нас 3 случая, когда мы выявили ВИЧ-инфицированных беременных, которые никогда не знали и не догадывались, что у них есть эта инфекция. И затем уже дообследовали ее родных и близких, и выявили в семье тоже. У нас есть ВИЧ-инфицированные беременные, которые состояли у нас на учете, благополучно родили. И есть, которые состоят на сегодняшний день у нас на учете.
Месяц назад в России появился документ «Госстратегия по борьбе с ВИЧ». Ее основные цели – увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, и информирование населения в вопросах ВИЧ и ее профилактики. Вот только добиться видимых результатов без желания самих россиян получится едва ли. Седа Сапарова, Марьям Керимова, Магомед Сулейманов и Дани Хавхаров. Новости. В Чечне расширяют швейное производство. В Сунжинском районе скоро появится новая фабрика по производству одежды. Финансировать строительство будут инвесторы из Молдовы. Планируется, что предприятие будет одевать не только республику. Здесь наладят и экспорт товаров в другие регионы и даже страны. Все подробности у Тинатин Музашвили. Сложно представить, что на месте этих зданий скоро построят современный завод по производству одежды. Инвесторы из Молдовы давно желают наладить производство в Чечне. Новая швейная фабрика будет располагаться в станице Асиновская. Это позволит создать рабочие места и послужит подспорьем в развитии промышленности. Третий раз на протяжении нескольких месяцев наши инвесторы приезжают. Уже со вчерашнего дня у нас уже первые шаги. Это оформление документов, это набор рабочих. И для нашего района это очень большое подспорье. Более 200 рабочих мест. Район радуется, все жители довольны, все хотят на работу. Швейным производством Николай Кушнер занимается вот уже 25 лет. Его продукция пользуется большим спросом по всему миру. Теперь с местными производителями они планируют и здесь найти постоянных клиентов. Хотелось бы, конечно, поделиться идеями, технологиями, навыками. Хотелось бы поставить здесь современное производство, потому что все-таки здесь, в этой республике, я вижу стабильность, я вижу будущее. И хотелось бы сделать что-то, какой-то продукт европейский, который можно было бы выставлять и на выставки, и чтобы народ носил хорошие вещи. Ну, естественно, чтобы это было сделано руками местного производителя. Примечательно, что здесь же, в Сунжинском районе, готовят из самих специалистов. Ежегодно швейному мастерству в местном техникуме обучают до 60 человек. В прошлом году мы выпустили 3 группы швейников, и в этом году 1 группа. Вчера у нас в гостях были, глава администрации нашего района Ханариков Муса Абдалвахидович и предприниматель из Молдовии Кушнер, Николай Николаевич. И мы все, и коллектив нашего техникума, и студенты, в смысле группа именно это операторы швейного оборудования, были очень рады их приходу, потому что они пришли с хорошей, благой вестью для нас, что у нас в районе будут созданы рабочие места именно для швейников. В новой фабрике будут в основном производить национальную одежду кавказских народов. В будущем планируется вывозить продукцию на экспорт в зарубежные страны. Тинатин Музашвили, Ислам Расуев. Новости. В Грозном состоялся спектакль «Раненый камень». Чеченскому зрителю его представили артисты из Нальчика. Драму о депортации балкарского народа в марте 1944-го показали на подмостках театра имени Ханпаши Нурадилова. Пьесу посетила и моя коллега Марха Ахмадова. Мои друзья-солдаты проливают кровь под Сталинградом, защищая Отечество. Поэтому я не могу отсиживаться в тылу. В драме «Раненый камень» основной акцент сделан на неразрывную связь великого сына Кавказа со своим народом и его любовь к родине. Образ великого поэта Кайсына Кулиева столь многогранен, что авторам спектакля понадобилось привлечь несколько актеров для его воплощения в различные периоды жизни. А постановкой пьесы занялась труппа Нальчикского русского драмтеатра имени Максима Горького. Мы решили приобщить постановку этого спектакля к 2 событиям. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне и к столетию великого человека, балкарского сына Кайсына Кулиева. Постановка очень драматичная, но она основана на документальных событиях. Сам автор Салих Уртуев сегодня приехал вместе с нами посмотреть, как братский чеченский народ реагирует на ту тему, больную тему, которая коснулась их. Но в данном спектакле конкретно касается это
балкарского народа. Декламация стихов, видео и, собственно, живая актерская игра. Здесь сочетаются самые разные номера. Салих Гуртуев является автором пьесы «Раненый камень». Писатель был лично знаком с Кулиевым. Они общались более 30 лет и сделал акценты на знаковых моментах его судьбы. Это живой урок истории и жизни поэта. Драма, посвященная депортации балкарского народа, для чеченского театра была выбрана не случайно. Вот мы приехали к вам в гости с этим, потому что я очень хотел, чтобы именно чеченцы, ингуши, все люди, которые пострадали от этого геноцида, посмотрели это. Потому что это история всех этих кавказских народов здесь изображается. Драма, представленная артистами из Нальчика, была очень тепло принята грозненским зрителям. Надо бы на такие спектакли приглашать в основном и молодежь, потому что это все-таки интеграция культуры в культуру. Я думаю, что это хорошее начало, и пусть это будет всегда. Если наши артисты будут показывать чеченскую, традиционную, национальную культуру народам Кабардино-Балкарии, и они к нам. И также это будет хорошая практика для того, чтобы мы приобщились к культуре друг друга. После постановки автора пьесы Салиха Гуртуева наградили нагрудным знаком Министерства культуры Чеченской Республики за развитие культуры. Актерам и создателям спектакля были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Завершили все мероприятие совместной фотографией. Марха Ахмадова, Шамиль Саламов, Юсуп Успанов. Новости. Исраил Касумов стал чемпионом Golden Grand-при по вольной борьбе, который прошел в Баку. На международном турнире весовой категории до 70 килограммов чеченский спортсмен сумел одолеть Кумара Ампракаша из Индии, Архана Абасова из Азербайджана и Магомед Мурада Гаджиева, который является действующим чемпионом Европы. Все поединки завершились с большим преимуществом нашего спортсмена. В финале Исраил одолел местного борца Гитина Магомеда Гаджиева со счетом 3-2. Vəziyyətdə İsrail Kasımov və 2 xal, dərhal 2 xal, ardınca 2 xalda Kasımov qazanır. İndi körpü vəziyyəti, bundan çıxmaq lazımdır. Buradan çıxmaq lazımdır ki, çıxır. Çox maraqlı mübarizə izlədik İlyas Kasımov. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Ада Келыш.